Церемония началась с грандиозного цветового шоу. Затем на льду свое мастерство показали наши фигуристы. А после на арену вышли юные хоккеисты с флагами всех стран-участниц чемпионата. Болельщики, которые предвкушали старт игры нашей команды, здорово поддерживали каждое выступление. С началом соревнований команды поздравили заместитель главы Кабинета министров Эдиль Байсалов, президент Федерации хоккея Кыргызской республики Анвар Омурканов, директор департамента спорта и физической культуры Айбек Абдумамунов. Ну и в качестве почетного гостя прибыл президент Федерации хоккея Швеции Андрей Ларсен. Он также был назначен директором данного чемпионата мира. Уважаемые дамы и господа, сегодня для нас большая честь открывать чемпионат мира. Третий дивизион пока, но я хочу напомнить про слова уважаемого президента Садыра Нурматовича Джапарова, который здесь 2 года назад ставил эту цель, и мы поздравляем нашу национальную команду с победой в предыдущих чемпионатах и с прорывом в третий дивизион. Но мне поручил наше глава государства передать слова приветствия, поддержки, пожелать удачи нашей национальной команде. Сразу после церемонии на лед вышли сборная Кыргызстана и сборная Таиланда. С этой командой наши хоккеисты встречались несколько раз в товарищеских встречах, поэтому игроки прекрасно знали друг друга. Наша сборная стартовала отлично и начала вырываться вперед. Было видно, что парни очень заряжены и под поддержку трибун старались показывать хоккей высокого уровня. Первый и второй периоды прошли относительно ровно, а вот в третьем периоде тайские хоккеисты сумели несколько раз огорчить нашу команду. В итоге сборная Таиланда одержала победу со счетом 9-4. Отдельно надо отметить болельщиков, которые весь матч рьяно поддерживали и гнали вперед наших парней. Мы с этой командой встречались ранее и побеждали. Провели хорошую подготовку к этому сопернику, но тем не менее есть моменты, над которыми тренерскому штабу нужно провести работу. Было много ошибок, и наши соперники нас наказали. Есть такое слово, как прогорели, да, вот. Да, они горели играть, тренировались. Я им это тоже говорил. Ну, не сгорите, ребят. Ну, игра показала слабые стороны. Есть над чем работать. Ну, первая игра, впереди еще 4 игры. Надо забыть и готовиться к следующей игре. Несмотря на это поражение, у нашей сборной впереди 4 игры, по итогам которых и будет ясно, смогут ли наши хоккеисты преодолеть третий дивизион и оказаться во втором. 11 марта сборная сыграет с командой Люксембурга, в котором, надеемся, наши хоккеисты порадуют болельщиков. Актилек Джанчиев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.